Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. 18 декабря основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на заседании Совета глав государств стран-участниц Содружества независимых государств. Очередное заседание Совета глав государств стран-участниц СНГ прошло под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в режиме видеоконференции. На заседании также приняли участие и выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента, председатель Жагарку Кенеша Кыргызской республики Талант Мамытов, президент Молдовы Игорь Дадон, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко и председатель исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В ходе заседания главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия в рамках сотрудничества, утвердили концепцию дальнейшего развития СНГ и план основных мероприятий по ее реализации, решение Совета о развитии и укреплении межпарламентского сотрудничества и о переходе председательства в СНГ в 2021 году Республики Беларусь. Также были приняты другие важные решения Совета глав государств, направленные на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества между государствами-участницами Содружества, в том числе в военной и культурно-гуманитарной областях, в сферах информационной безопасности и укрепления пограничной безопасности на внешних границах Содружества. Выступая на заседании, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил прежде всего успешную реализацию Республикой Узбекистан поставленных целей председательства, несмотря на непростые текущие условия. Было также подчеркнуто, что последовательные развитие отношений, дружбы и сотрудничества с государствами-участниками Содружества остается приоритетом внешней политики Таджикистана. Далее глава нашего государства высказался по тревожной текущей обстановке в мире и, в частности, в регионе Содружества. В этом контексте была дана высокая оценка посредническим усилиям Российской Федерации и решительным действиям лидеров Азербайджана и Армении, направленных на достижение договоренности о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Лидер нации, подчеркнув искреннюю заинтересованность Таджикистана в сохранении и укреплении мира, стабильности и региональной безопасности, пожелал Республике Казахстан успешного проведения предстоящих парламентских, а Кыргызской республики президентских выборов, которые намечены на январь 2021 года. Касаясь вопроса серьезных экономических и социальных потрясений, с которыми в текущем году столкнулось мировое сообщество на фоне пандемии COVID-19, лидер нации акцентировал внимание на угрозе продовольственной безопасности и гуманитарного кризиса, нависшей над многими странами. С учетом негативной тенденции развития мировой экономики, президент Таджикистана призвал к принятию более действенных мер в рамках Содружества для совместного реагирования на гуманитарные и социально-экономические последствия пандемии, указав при этом на значение практического развития торгово-экономического сегмента взаимодействия, обладающего огромным потенциалом. В завершении темы экономического сотрудничества уважаемый Эмомали Рахмон коснулся проблемы изменения климата, подчеркнув актуальность принятия своевременных мер по адаптации к его последствиям. В этом контексте, наряду с ускоренным таянием ледников, сокращением водных ресурсов, увеличением числа селей, паводков и засухи, наносящие ежегодно большой ущерб экономике страны, особо было отмечено сильнейшее в современной истории маловодье. В продолжении своей речи глава нашего государства проанализировал тревожную ситуацию, которая складывается сегодня в регионе и мире под воздействием тенденций возрастания глобальных угроз и вызовов безопасности, в том числе терроризма, экстремизма, различных форм радикализации и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступности. Также были затронуты вопросы развития ситуации в Афганистане, а также политика дипломатических усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в этой стране. Глава нашего государства особо отметил значение дальнейшего расширения культурно-гуманитарных связей между странами-участниками Содружества. Было акцентировано внимание на цели ряда культурно-просветительных мероприятий, проведение которых запланировано в столице Таджикистана, в городе Душанбе в 2021 году в рамках дальнейшей реализации программы «Культурная столица СНГ». Как известно, в предстоящем году город Душанбе принимает эту эстафету от казахстанского города Шымкент.
Завершая свое выступление, президент Республики Таджикистан тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с принятием председательства в организации, а президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с успешным завершением этой важной миссии. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также тепло поздравил принимавших участие в работе саммита СНГ коллег с наступающим Новым годом, выразив пожелание дальнейшей конструктивной совместной работы в рамках СНГ во благо дальнейшего процветания наших стран и народов. Далее. Премьер-министр страны Кохир Расулзода 17 декабря с рабочей поездкой посетил Дангаринский, Тимур-Маликский и Восейский районы, где ознакомился с ходом строительных работ и принял участие в сдаче в эксплуатацию социально важных объектов. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на улице Мирзо Турсунзаде Дангаринского района ознакомился с процессом строительства областной инфекционной больницы. Этот комплекс имеет 5 этажей и рассчитан на 200 коек. Строителям были даны поручения по выполнению качественных работ в соответствии с архитектурными требованиями. Заказчиком объекта является Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Хатлонской области, а подрядчиком – Общество с ограниченной ответственностью Хизмат Расони и Софтмони Асоси. Было отмечено, что после завершения строительных работ больница сможет принимать до 500 пациентов в одну смену. В ходе поездки Кохир Расулзода также ознакомился со строительством линии питьевого водоснабжения, расположенной в районе Офтобруя, и дал конкретные рекомендации. В селе Кангурт района Тимур-Малик премьер-министр и председатель области ознакомились со строительством Дворца культуры. В строительстве здания задействованы опытные строители, а в оформлении умелые ремесленники. В этот же день в поселке городского типа Совет района Тимур-Малик с участием премьер-министра и других официальных лиц было открыто новое здание управления Агентства социальной защиты и пенсионного фонда. Состоялась встреча с некоторыми пенсионерами района. В ходе поездки премьер-министр также ознакомился с ходом строительства государственного флага и герба Республики Таджикистан в этом районе. В продолжении рабочей поездки премьер-министр страны Кохир Расулзода, председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода посетили Васийский район, где приняли участие в открытии 5-этажного жилого дома. Премьер-министр также принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию торгового центра. В ходе своего выступления Кохир Расулзода дал поручение эффективно и рационально использовать электроэнергию в зимний период. Поездка премьер-министра страны Кохира Расулзода в города и районы Хатлонской области продолжается. На пересечении проспектов Рудаки и Хафиза Ширази в районе Исмуили-Сомуни города Душанбе будет построен новый современный зоопарк, отвечающий международным стандартам. Зоопарк будет построен на площади 13 гектаров и рассчитан на более 1500 особей. Его строительство начнется в 2021 году. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Адаптация любой городской инфраструктуры к современным требованиям путем разработки комплексного плана – это инициатива руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе с целью создания благоприятных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей столицы. Зоопарк является одним из объектов, который будет построен на основе генерального плана города Душанбе на территории района Исмуили-Сомуни. На основании указаний и поручений председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, Главное управление архитектуры и градостроительства столицы разработало эскизный проект зоопарка на основе современных технологий и с учетом рекомендаций европейских экспертов. На выделенной территории будут размещены вольеры для животных, а также будут созданы условия для свободного передвижения животных в соответствии с современными требованиями. Согласно эскизному проекту зоопарка, административные и хозяйственные здания построены на площади 0,4 гектара. 0,85 гектара выделено для содержания и экспозиции животных Таджикистана. 0,46 гектара для домашних животных Центральноазиатского региона. 0,7 гектара для австралийских животных, 0,84 гектара для животных Америки, 0,61 гектара для животных Азии, 0,9 гектара для африканских животных. На площади 0,53 гектара будет возведен водоем.
Зоны будут оборудованы таким образом, чтобы условия проживания в них животных были максимально приближены к естественным. Кроме того, территория парка будет оснащена пунктами обслуживания, удобными скамейками, детскими уголками и другими необходимыми атрибутами парка в соответствии с международными стандартами. Согласно плану, в зоопарке будут созданы 2 кафе, а также зоомагазин и 2 парковки на более чем 130 автомобилей. По словам официальных лиц, строительство нового зоопарка начнется в следующем году. Будущий зоопарк будет отвечать всем мировым стандартам, но и в нынешнем зоопарке, по словам специалистов, обеспечиваются необходимые условия для содержания животных в любое время года. По поручению руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе на территории учреждения проведено множество мероприятий по благоустройству. В результате, в отличие от прошлых лет, условия содержания животных значительно улучшились. По словам руководителей, каждое животное в государственном учреждении Душанбинский зоопарк содержится в соответствии с соблюдением режима тепла и холода и других особых требований. Для животных, приспособленных к жаре, устанавливаются отопительные приборы. Также должное внимание уделяется вопросу обеспечения хороших санитарных условий в помещениях для животных. В них регулярно проводится уборка и необходимая обработка. В рамках благоустройства территории учреждения при финансовой поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе были отремонтированы вольеры, которые нуждались в ремонте. Здания оборудованы современной системой отопления и освещения. Персоналу предоставляется специальная форма. В настоящее время на территории учреждения проводятся работы по благоустройству с привлечением всех источников финансирования с целью дальнейшего улучшения условий. Конечно, с учетом всех этих благоустройств, которые происходят на территории учреждения, необходимо, чтобы и посетители были более ответственны и соблюдали установленные требования. В социальных сетях, по причинам, известным только самим авторам, можно увидеть фотографии животных, которые якобы сделаны в Душанбинском зоопарке, и критические комментарии к ним. Но работники зоопарка не подтверждают принадлежность этих животных к их учреждению. Поэтому, чтобы узнать правду, целесообразно самому посетить Душанбинский зоопарк и уже потом делать выводы. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах, Михрузи Джума. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте здоровы.